Добрый вечер. На телеканале «Быстрое время» подводить итоги недели. В студии Анастасия Чебаева. Сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Все под контролем. Башкирскую содовую компанию вернули республике. 50% плюс одна акция у правительства региона. Прошу правительство передать акции Башкирской содовой компании в собственность Республики Башкортостан. Чем теперь будет питаться предприятие, во сколько обойдется модернизация и какой продукции будут завоевывать рынок? Строительную и нефтедобычу, и для обработки дорог. Встреча, которую ждали 30 лет. Два направления восточного выезда наконец соединили. Самый сложный инфраструктурный объект в Поволжье. Какие правила диктует тоннель строителям? И причем тут яйцо? Азат Садриев прошел всю штольню. Ширина каждого тоннеля составит по 22 метра. Приходите к нам еще. Клиенты автосалона возвращаются, но уже с жалобами. Они считают, что стали жертвами мошенников. И нам начали угрожать о том, что если вы не подпишете, мы вам не выдадим ни машину, и ни деньги не вернем. В жизни все оказалось не так радужно, как рисовали им на сайте. Низкие цены остались в интернете, небольшие процентные ставки на словах. Процентная ставка 19,7, хотя говорили то, что 8,5. Вместо игр гастроли по республике. Уфимский Салават Юлаев закрывает хоккейный сезон туром по городам. Это все очень хорошо для детей, для болельщиков. Невероятное событие. Кому тему Хартиканин никак не мог забить? Кого успокаивали Семенов и Гематов? И зачем Цулыгин собирал в тетрадку автографы хоккеистов? Скажите честно, это вы для себя? Нет. Неожиданное продолжение на неделе получила история с БСК. Республике вернули ранее имеющуюся часть акций предприятия, плюс передали еще дополнительный пакет в доверительное управление. Таким образом, предприятие перешло под контроль республики и на сегодня стало самым крупным, которым управляет правительство региона. Первым результатом стало заявление Ради Хабирова удвоить сумму инвестиций до 5,5 миллиардов рублей, которые направят на модернизацию. Это позволит в том числе превращать нынешние отходы в востребованное сырье для других сфер. Обо всем подробнее в материале Артура Шамсудинова. Передать 38,3% акций Башкирской содовой компании в собственность Республики Башкортостан. Еще 11,7% плюс одна акция прошу передать в доверительное управление. Жест доброй воли, кредит доверия и восстановление исторической справедливости. Решение президента во многом стало беспрецедентным, но, как сам Владимир Путин намекнул, вполне ожидаемым для руководства региона. Это очень большая ответственность, потому что это предприятие, оно имеет значение не только республиканское, это крупнейшее предприятие подобного рода в Российской Федерации, имеет огромное значение для целых отраслей экономики нашей страны. Поэтому это большая ответственность. Мы как себе видим сейчас? Нашей задачей так и было. Мы и говорили, что главная сейчас задача все-таки развитие предприятия. Под развитием эксперты в первую очередь понимают его модернизацию. Сейчас предприятие на плаву и весьма прибыльным. В 2020-м по объему производства пищевой соды был установлен рекорд, который в этом году намерены побить. Однако в погоне за прибылью прежние собственники БСК совсем не думали о внедрении современных технологий. Ну, чего уж греха таить, завод, в общем-то, он свистит по швам, так скажем. Износ основных средств очень большой. В республике есть прекрасный Уфимский федеральный исследовательский центр. Кто-нибудь вообще обращался к ученым, чтобы как-то вопрос, значит, совершенствования технологии решить и вопрос вот с этой дистиллированной жидкостью. Ни одного обращения не было, ни одного проекта не было со стороны вот БСК. Отсюда и конфликт с шиханами, которые владельцы хотели безжалостно пустить на порошок. При этом львиная часть прибыли все равно уходила бы на дивиденды, то есть доход акционеров. Только объем ежегодной выручки превышает более 60 миллиардов рублей. Объем налоговых отчислений превышает 11 миллиардов рублей. Таким образом, получив управление этой компанией, республика сможет увеличить долю инвестиций, направляемых из прибыли.
Уже на встрече с работниками БСК глава республики заявил о намерении удвоить инвестиции в развитие предприятия. На модернизацию направят 5,5 миллиардов рублей. Деньги пойдут не только на замену устаревшего оборудования, но и решение экологических вопросов, в том числе связанных и с так называемыми белыми морями. Мы рассматриваем организацию производства гранулированного хлористого кальция. Сейчас как раз решается вопрос. Это позволит нам существенно сократить наши сбросы хлоридов и организовать производство необходимого для страны продукта, который идет и в строительную, и нефтедобычу, и для обработки дорог. Почти все современные марки стиральных порошков в составе используют сырье, закупленное на БСК, а потому на предприятии возродят производство собственных моющих средств. Руководитель региона также предложил продумать возможность открытия рядом с БСК индустриальных и технопарков, где средние и малые предприятия могли бы создавать продукты высокого передела, работая на местном сырье. Одно из тех предприятий, которое просто полностью влечет за собой использование еще и тех сотни предприятий, которые в принципе возможны, которые могут быть ихними субподрядчиками. Это наши рабочие места. Это и мы знаем, что у нас огромный промышленный потенциал. Во многом акценты должны сместиться на людей. В числе ключевых задач повышение заработной платы, а также строительство льготного жилья для сотрудников. Эксперты в один голос говорят о главном плюсе возврата предприятия под крыло государства. Те миллиардные средства, которые прежде уходили на кипрские счета владельцев, теперь будут оставаться в республике. Артур Шамсудинов, Айгуль Хатыпова и Роберт Давлетбердин. Итоги недели. В Уфе автобус переехал человека. Смертельное ДТП произошло утром на улице Кольцевой. Пострадавший находился на проезжей части и, по словам очевидцев, мог быть в неадекватном состоянии. Водитель не фаза. Во время поворота на перекрестке на зеленый сигнал светофора допустил наезд на мужчину. В результате чего от полученных травм пешеход скончался на месте. ГИБДД устанавливает все детали происшествия. Кольцевой на Ульяновых поворачивал под зеленый сигнал светофора. Вдруг посередине перекрестка появился человек. У меня выбора не было, я притормозил, он оказался под автобусом. Встретились спустя 30 лет. В Уфе соединили оба направления на восточном выезде. Историческое событие произошло на днях, и оно действительно является таковым. Подземные работы начались еще в 1992 году, но были заморожены в 2007. Спустя 10 лет строительство уникального объекта частично возобновилось. Еще через 2 года вышли на полную нагрузку, пересмотрев условия концессионного соглашения. Глава Башкортостана Ради Хабиров вместе с ВРИО, руководителем Росавтодора Романом Новиковым смогли пройти по всей длине будущей подземной автодороги. На месте побывал и наш корреспондент Азат Садриев. Сбойку между западным и восточным порталом тоннеля строители встречают аплодисментами. Проходку со стороны берега реки Уфы навстречу ранее построенному участку начали в декабре 2020 года. Через 3 месяца обе штольни успешно соединились. Проект непростой. Рабочие говорят, что 30-летний тоннель сам диктует, как его строить. Уфимский тоннель, он уникальный по своей методике, особенно в том, что нам пришлось продолжать тот тоннель, который был начат очень давно. И он диктовал свои условия, те технологии, те материалы, и нам необходимо было придерживаться того, что когда-то уже начали ранее. Протяженность тоннеля составит более 1200 метров. Этот путь пешком прошли глава Башкортостана Ради Хабиров и временно исполняющий обязанности руководителя Росавтодора Роман Новиков. Здесь был участок мягкопластичных глин. И он немножко нас тормозит. Дальше уже заканчивается участок мягкопластичных глин. У нас даже есть участки, где мы можем идти без защиты, без экрана. Проектом предусмотрено, там более плотные грунты. Горнопроходческие работы ведутся под прикрытием защитного экрана из металлических труб по технологии Umbrella. Это сделано для безопасности более 1000 специалистов, задействованных на объекте. Ради Хабиров и Роман Новиков осмотрели центральную штольню, по обе стороны от которой появятся автодорожные тоннели. Но прежде рабочим нужно решить еще одну непростую задачу. За нашей спиной мы видим центральную опору. Это конструкция, на которую опирается горный массив на время раскрытия тоннеля на полное сечение. На стенах вы видите наброск бетон. Это временная бетонная смесь, к которой закрепляется после проходки горный массив.
на время сооружения постоянных конструкций. Опережающую штольню специально сооружают в форме яйца. Если вы спросите, почему, то попробуйте взять в руку сырое яйцо и раздавить его. Скорее всего, у вас не получится. Оно очень крепкое. Так и здесь. Весь грунт, который сейчас находится над нами, держат вот эти стены. После того, как центральную опору достроят, а это 1273 метра, то остатки грунта уберут. И тогда ширина каждого тоннеля составит по 22 метра. В самом глубоком месте тоннель уходит под землю более чем на 60 метров. Это высота 20-этажного дома. Стоимость проекта составляет 33,5 миллиарда рублей. Реанимировать замороженный тоннель удалось в 2017 году благодаря концессионному соглашению. Спустя еще 2 года глава республики Радий Хабиров и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин пересмотрели договор концессии. Условия для региона стали более выгодными. Экономия составит 30 миллиардов рублей. Получилась такая хорошая рабочая история. Существенное снижение произошло для бюджета нашей республики, что, конечно, очень важно и является одним из важнейших для нас показателей. Поэтому сейчас это и экономически очень выверенный проект, и самое главное, и партнеры у нас хорошие. Вот по срокам я говорил, что если не будет сбоев финансирования, мы здесь очень надеемся на поддержку федерального правительства. Сами мы готовы ту часть, которая, соответственно, идет со стороны нашего бюджета. Поэтому я думаю, что вот к 2024 году мы здесь должны уже запустить первые автомобили. Смыкание западного и восточного направления тоннеля, его полная проходка насквозь, дает возможность развернуть работы на всем протяжении объекта. Параллельно на другом берегу реки дорожники уже строят магистраль длиной более 11 километров. На сегодня проект финансируется ритмично, объем значимый, 33 миллиарда рублей, из которых 19 – это федеральная поддержка, осуществляемая Федеральным дорожным агентством. На сегодня мы уже 5 миллиардов профинансировали. Планируем в этом году не менее 2,6 миллиардов еще направить на финансирование федерального этого объекта. Тоннель будет четырехполосным, по 2 в каждую сторону. Расчетная пропускная способность по ним составит 22 700 автомобилей в сутки со скоростью 80 км в час. Пешком нам удалось пройти всю штольню примерно за час. На машине этот путь займет всего 1 минуту. Азат Садреев, Азат Ишбулатов, Владимир Шевчук и Виктор Демидов. Итоги недели. Уфа. Избивал ремнем, кулаками и подручными предметами. В Стерлитамаке 2 детей. Просят опеку забрать их от отца и лишить его родительских прав. По словам подростков, мужчина регулярно их бьет. Мать детей покончила жизнь самоубийством 6 лет назад. Теперь ее пожилые родители пытаются забрать своих внуков жить к себе. Однако органы исполнительной власти намерены сохранить семью и оставить детей с отцом. Старшая дочь и пожилые родственники подозревают, что это связано с исчезнувшим мат-капиталом. Почему дети решили разорвать семейные узы с собственным отцом, что на самом деле привело к войне между родными людьми. В запутанной истории разбиралась Айгуль Хатыпова. Тарелка била по голове. То есть был еще ремнем солдатским, он избивал постоянно. Вместо отцовской любви шрамы на теле от солдатского ремня. Страшными воспоминаниями Оксана делится уже практически без эмоций. Говорит, за эти годы к избиениям привыкла. И сейчас прошлого не исправить. Единственное, чего девушка желает больше всего, это спасти своих братьев от такой же участи. Не было у нас детства абсолютно ни у Вани, ни у Лени, ни у меня. Потому что нас били постоянно, мы наблюдали картину, как у нас родители пьют. Я не отрицаю, что у меня мама пила, она пила у меня. Был момент, что она сломала мне нос. То есть сейчас в таком возрасте я с носом мучаюсь. То есть его исправить уже даже операция нельзя. То есть в таком возрасте вот, я спрашиваю иногда периодически себя, за что он сделал. Как и когда отчий дом превратился для детей едва ли не в камеру пыток, они уже и не помнят. Отец избивал их и до смерти матери, и после, рассказывает старшая дочь Оксана. Сама девушка сбежала из семьи и сумела добиться, чтобы папу лишили родительских прав. Ушел из дома и брат Оксаны, Иван, средний сын Александра Сухоросова. Сейчас подросток живет вместе с сестрой и бабушкой. Но мальчик несовершеннолетний, и отец может забрать его в любой момент. Что с ним тогда будет, Иван боится даже представить. Плохое детство было, могу сказать. Ты боишься отца, да? Да. Почему боишься? Он не раз руку поднимал меня, много раз. Когда маленький я был, с ним когда жили, поднимал руку. Самый младший ребенок, Леонид, находится в социально-реабилитационном центре, там, где должны оказывать поддержку детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мальчик попал туда после отказа жить с отцом, но кому оказывает поддержку конкретно здесь, его родные не понимают.
Попасть к своему брату Ивана Оксана не могут, дозвониться тоже. Директор заведения ограничила доступ для родных 10-летнего Леонида. Воспитатели забрали у него телефон. И все это по заявлению отца. Пообщаться с ним решили и мы. С нами мужчина был весьма немногословен. Видите, я свои семейные дела не буду обсуждать и комментариев никаких не буду делать. Дети же по-прежнему наотрез отказываются возвращаться к отцу. Пожилые бабушка и дедушка пытаются оформить все необходимые документы, чтобы взять их на свое попечение. Они уже неоднократно обращались в стерлитамакские органы опеки. У сотрудников администрации свое мнение о сложившейся ситуации. Хотелось бы очень помочь семье, нам хотелось, потому что все-таки это мальчишки. И у мальчишек должно быть рядом, это мужское плечо, должен быть отец, который их научит. Ему есть что научить. Почему, если отец настолько хороший, все делает для детей, дети так стараются уйти под опеку бабушки? Нет, нам не странно, потому что это переходный возраст. Ведь детки-то непростые, у обоих детей ОВЗ. Сейчас с ребятами работают психологи. Они должны выяснить, в чем проблема отношений детей с отцом. Пока подростки при помощи пожилой бабушки написали заявление уже во все инстанции. В прокуратуру, в полицию, в Министерство семьи. Между тем, правоохранительные органы никаких нарушений не нашли. По заявлению жительницы Стерлитамака органами внутренних дел проводилась проверка. Опрошены в том числе образовательные организации и органы социальной опеки. По результатам проверки было вынесено определение об отказе в возбуждении административного производства о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Также правоохранителям предстоит выяснить, куда исчез материнский капитал. О его пропаже со счета недавно стало известно Оксане. При этом девушка, которая с 16 лет находилась под опекой бабушки, не давала отцу разрешения на снятие средств. Но он полгода где-то очень настырно пытался мне уговорить, но этого не получалось. Он психовал очень сильно, я думала, он меня ударит, то есть у меня страх уже был, то, что он в машине сейчас меня увезет куда-нибудь. Он очень сильно психовал, обвинял то, что у нас из-за меня нет жилья. Хотя я ему говорила до этого, что и мама моя говорила, что это на обучение детей наших. Пока же дети не увидели ни выплат, ни жилплощади, ни средств на учебу, прокуратура организовала проверку. Будет дана оценка действиям органов опеки и попечительства, социального приюта, а также действиям отца на предмет надлежащего исполнения им родительских обязанностей, а также использования средств материнского капитала. Направлены запросы в регистрирующие органы и будет установлено, то есть действительно тратил ли он этот мат-капитал на приобретение какого-нибудь недвижимого объекта и установлена ли доля детей на этот объект. Оксана вместе с пожилой бабушкой намерена отобрать у отца все права на воспитание детей и добиться наказания для сотрудников тех служб, кто игнорировал ситуацию. Кстати, буквально на днях девушке исполнится 19 лет. Ее самая заветная мечта – забрать братика к себе домой. Ну когда разберетесь-то меня? Айгуль Хатыпова, Роберт Давлетбердин и Роман Мукуфа. Новости Стерлитамак. Ожидания и реальность не совпали. Клиенты одного из автосалонов под Уфой подозревают, что зря дали деньги за автомобили. Они считают, что цены были сильно завышены, а процентная ставка оказалась больше обещанной. Всегда ли покупатель прав? С недовольными клиентами пообщалась моя коллега Лилия Курбанова. Какой зазор здесь идеально должен быть. И давайте посмотрим здесь. Здесь видно то, что он смещенный. Также в холодную погоду начинает потеть фара. Это подтверждает то, что был удар в эту сторону. Новый автомобиль купили, но почти им не пользовались, берегут. Но не машину, а скорее себя. Кузнецовы переживают, что в какой-то момент могут не справиться с управлением. Сейчас планируют проводить экспертизу. Недавно за авто внесли первый ежемесячный платеж по кредиту. Были, мягко говоря, удивлены сумме. Вроде бы как читала, но уже уставшая была. 10 часов там пробыли. На вопрос вот это вот, что за цифры, процентная ставка, мне сказали, это полная стоимость кредита. Как выяснилось, у нас процентная ставка 19,7, хотя говорили то, что 8,5. Вот она, заветная процентная ставка, распечатана на отдельном листе. Видео на телефон снято в день покупки машины. А вот и тот сотрудник. Появлению камер словно и не удивлен. Обещает уточнить стадию рассмотрения претензий Кузнецовых. Правда, фамилию недовольных клиентов мужчина даже не спрашивает. По поводу претензий уточним. Ее должны были рассмотреть в течение 10 дней. Да, конечно, но копия должна быть претензий. А можно сейчас узнать, на какой стадии? Да, конечно, уточним. Вы даже не уточнили клиентов, имя, фамилию. Ну, сейчас я узнаю. Как определите, как претензии смотреть? Подойду к вам.
А сейчас вы можете уточнить? Ну, уточнить сейчас. Фамилию клиентов сотрудник все-таки спросил. Утверждает, что по документам все законно. Правда, на месте выясняется нюанс. Я готов передать вам согласовательный лист, который у вас также бумажка была, где вы собственноручно расписались напротив каждой процентной ставки, стоимости автомобиля и ваши личные подписи здесь есть. И собственноручно написано эти... А? Паспорт сегодня другая подпись. Покажи паспорт. Хорошо. Паспорт другая подпись. Почему другая? Кроме претензий в адрес автосалона, вместе с юристом Кузнецовой обратились в правоохранительные органы и составляют иск в суд. Люди могут рассчитывать на закон о защите потребителя, то есть поскольку в данном случае мои доверители являются слабой стороной, то есть непосредственно ссылаясь на этот закон, я думаю, что можно рассчитывать на положительный исход данного дела. Часто в подобные ситуации попадают покупатели из соседних городов, из деревень или сел. Не все готовы вернуться домой с пустыми руками. За юридической помощью обратились жители Белокатайского и Бурзянского районов. Они приехали с отдаленных деревень. Схема у автосалона на это, я думаю, и рассчитана. То, что человек приезжает издалека, целый день ждет оформления кредита. Человек уже потерял и время, и все, и уставший, он уже не смотрит ни на цифры, ни на что, подписывает договора. Еще один пример целевой аудитории – люди старшего возраста. Папа Эльвиры Игнатьевой купил машину в том же автосалоне. Везде отказывали в кредите, а тут чудо, пришло одобрение. На радостях сразу отдал часть суммы, которую долго копил. Сейчас отец Эльвиры Игнатьевой платит 15 тысяч рублей ежемесячно. Пенсии не хватает, работает. К юристам пока не обращался, а времени и нервов на судебные разбирательства попросту не остается. Написать расписку о том, что я нахожусь в трезвом уме и в ясном сознании, то, что все подписи якобы я самовольно подписал. И нам начали угрожать о том, что если вы не подпишете, мы вам не выдадим ни машину, вы уйдете без машины, и ни деньги не вернем. Отдавая свои деньги, клиенты до последнего верят в положительный исход. Они становятся как бы заложниками ситуации. В автосалоне Кузнецовой обменялись контактами с другой покупательницей. Я пока ничего не буду говорить, потому что сейчас вот разрешится вопрос, потом буду говорить. Ну, там у нас это рефинансирование сегодня должно произойти. Вы 2 месяца оплатили, да. И вас пригласили на 3-й месяц. И вам какую ставку обещали? 4,9? 5? 6,4, по-моему. А рефинансирование делается только спустя 6 месяцев. Нет, мне сказали через 2. Ну, сейчас вот, что скажут. Женщине якобы обещали, что сумма ежемесячного платежа только сначала будет около 30 тысяч рублей, а через несколько месяцев упадет до 18. Можете выбрать, это где поменьше процентная ставка, и подать туда заявку. Я говорю, а почему вы мне сразу этого не сказали, что я должна бегать по банкам и рефинансирование делать? Он мне говорит, ну вам тогда эта информация не нужна была. Вы мне, говорю, по-русски сказали, что я останусь в этом же банке, и, говорю, там условия банка были. Он замялся, и потом говорит, ну вот, если вы не хотите по банкам ходить на рефинансирование, можете сделать себя банкротом. Но есть и довольные покупатели. Вот, например, одного мы встретили на входе. Мужчина отзывается положительно. Мол, как не радоваться, Hyundai Solaris за 450 тысяч рублей. Но не так все просто. Несколько дней назад этот же мужчина, по словам клиентов, был в другой роли. Я клиент. Вы клиент, да? Понятно. Клиент, а что покупаете? Вон моя машина стоит. Уже купили? И как, довольны покупкой? Да. Что купили, за сколько? Солярис, 450 тысяч. Какая цена удивительная. Нормально. Ну вот человек, который, собственно, стоял перед дверьми, который сказал то, что он купил Солярис за 400 вроде бы тысяч, он, собственно, и принял у нас претензию. Почему же мужчина так постеснялся своей профессии? Скромность, конечно, украшает, но не в случае с ценами на автомобили. Лилия Курбанова, Артур Елаев, Родион Матвеев. Итоги недели. Станислава Яшина взяли под стражу. Это тот самый предприниматель, которого подозревают в жестокой расправе над юристом в центре Уфы. 2 недели назад, после жуткого убийства, он пытался покончить с собой, но врачи спасли его жизнь. В наручниках из больницы его сразу отправили в пункт временного содержания, а уже на утро в суд. За 5 минут разговора с журналистами подозреваемый несколько раз просил прощения. Говорит, что не помнит, откуда взялся нож и как он им воспользовался. Убийство не планировал, а лишь хотел покончить жизнь самоубийством. Я так больше не мог жить. Я 3 года находился под давлением. Я его просил, умолял остановить банкротство моей мамы. А он меня оскорблял постоянно. У нас же вся история началась с мирового соглашения.
когда кредит из 30 миллионов сразу стал 250. То есть они меня ввели в заблуждение. Если по ходу рассмотрения уголовного дела откроются факты, доказывающие, что Яшина действительно могли обмануть при подписании документов, то существует вероятность пересмотра судебных актов в арбитражном суде. По вновь открывшимся обстоятельствам сообщил защитник подозреваемого. Яшин пожаловался, что после выписки из больницы чувствует себя плохо. Однако суд не посчитал это за обстоятельства, которое позволило бы определить его под домашний арест. Определением суда ходатайство следователя удовлетворено и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 18 суток, то есть до 18 мая 2021 года. А сейчас дайджест об изменениях и нововведениях, которые ждут нас в апреле. Разные семьи, разный отныне размер детского пособия от 5 до 10 тысяч рублей. Выплаты детям от 3 до 7 лет теперь напрямую зависят от доходов взрослых. В основе расчета региональный прожиточный минимум, а вернее его половина – это базовая ставка. Если вместе с пособием семья остается за чертой бедности, то плюсуется 75%. Если и в этом случае среднедушевой доход не дотягивает до минимальной планки, то выплата удваивается. При наличии в семье более 2 квартир, либо более 2 машин, машина более 250 лошадиных сил, при этом у семьи право на данную выплату будет отсутствовать. При этом родители должны быть трудоустроены или получать пенсию или стипендию. Как исключение, стоять на учете в центре занятости. Подать заявление с 1 апреля можно через портал госуслуги, а также в отделениях МФЦ и учреждениях соцподдержки населения. С 1 апреля больше начнут начислять и социальные пенсии. Индексация составит 3,4%. Их получатели – те, кто потерял кормильца, люди с инвалидностью, а также те, кто не дотянул по стажу до пенсии страховой. По новым правилам с 1 апреля начнут принимать экзамены на водительские права. Автодрома не будет, после теории сразу выезжаешь в город. Вместо инструктора с автошколы рядом отныне инспектор ГИБДД. На заднем сиденье могут быть и другие сдающие, чтобы не было соблазна предложить права купить. К слову, экзамен отныне может влететь в копеечку. За аварию даже человека без прав заставят заплатить. Если вина будет доказана, что другой участник ударил транспортное средство, то возмещается страховой полностью. А если будет вина установлена, что именно тот водитель, наш кандидат в водители, совершил ДТП, то в виде регрессного порядка будет выставляться его адрес. Если не согласен с оплатой, будет в судебном порядке разбирательство. Меняется и система начисления штрафных баллов в зависимости от уровня аварийности, а вот за грубые ошибки несостоявшийся водитель с пометкой «не сдал» сразу будет отправлен домой. К примеру, если не пристегнет перед началом движения ремень безопасности или достанет телефон. Таким за рулем не место. С 1 числа в России подорожают сигареты. Теперь есть понятие «единая минимальная цена». В основе формулы ставка акциза, НДС и повышающий коэффициент. В этом году минимальный ценник должен быть 107 рублей 78 копеек за пачку. С апреля начинают маркировать пиво, сидр, медовуху, пока в качестве эксперимента. Но от вредных привычек все же лучше отказаться, иначе не исключено, что понадобится медицинская помощь. Единый номер записи к врачу, кстати, тоже поменялся с 1 апреля. Отныне, чтобы вызвать доктора на дом, записаться на вакцинацию или попасть к врачу в поликлинику, нужно набрать всего 3 цифры – 122. Заявки принимают операторы с 8 утра до 7 вечера, звонок по-прежнему бесплатный. Статистику погибших от коронавируса пополнили еще 3 жителя Башкортостана. Таким образом, число умерших в республике составляет 374 человека. А диагноз COVID-19 за сутки подтвердился у 105 заболевших. В стационарах находится 216 человек. Из них в тяжелом состоянии 14, к ИВЛ подключены 4 пациента. Башкирские депутаты намерены ввести в юридический оборот понятие «туристические маршруты». Причиной стал скандал, связанный с массовой вырубкой на пути к одной из самых популярных достопримечательностей – Энзерским зубчаткам в Белорецком районе. Привлечь к ответственности лесорубов оказалось невозможно, поскольку они формально закон не нарушали. О том, что даст правовой статус туристическим тропам, в материале Артура Шамсудинова. Вот такие времена у нас сейчас на зубчатках. Дым от горящего мусора и куча поваленных деревьев. То, что увидели местные жители на подходе к Энзерским зубчаткам. Тропа популярного маршрута была похожа на зону боевых действий, где впоследствии столкнулись интересы лесорубов и туристов. Общественница Рина Гринберг одной из первых обратила внимание на проблему вырубки. Понятно, что нельзя остановить
рубку леса, нельзя остановить экономику, нельзя запретить лесорубам рубить лес, особенно там, где это совершенно законная история. Это земли лесфонда, это делянки для рубки, но надо понимать, что нужно учитывать интересы не только лесорубов, нужно учитывать интересы в том числе местных жителей и интересы туристической отрасли, которая развивается как раз вот на этих территориях. Площадь вырубки возле предгорья инзерских зубчаток составила почти 13 гектаров. Как выяснилось, участки были переданы лесозаготовителям еще в 2016 году, причем абсолютно на законных основаниях. Территория относится к лесному фонду, на рабочих картах которого туристические маршруты не отмечены. Та самая вырубка на инзерских зубчатках, она была на основании договора аренды лесного участка, выделенных под заготовку древесины Уфимского фанерного комбината в рамках инвестиционного проекта. Он был заключен на основании распоряжения правительства, и, соответственно, на этой территории велась рубка согласно лесной декларации лесного участка. В принципе, понятия как туристический маршрут и юридического его закрепления в законе не было. Вот и получилось, раз не запрещено, значит разрешено. Именно поэтому депутаты решили заполнить законодательные пробелы. Ведь по республике таких троп немало. И большинство ни в каких документах не прописаны. Официальный статус обеспечит их сохранность и придаст импульс развитию всей туристической отрасли. Предполагаем определить понятие туристической тропы, туристического маршрута. Видимо, будет паспортизация. Потому что понятия троп у нас очень много. У нас, если в лес зайдешь, там кругом одни тропы. Почему одной тропе мы даем такой статус, а второй? Видимо, здесь уже правоприменители, прежде всего правительство, должны принять соответствующие документы подзаконного характера. Предложено несколько вариантов правового решения вопроса. Так, тропу на зубчатке, дорогу с 200-метровой охранной зоной по обеим сторонам предлагалось передать в пользование районной администрации. Чиновники смогут привлекать инвесторов, чтобы развивать это направление. Весной на лесосеке хотят начать высадку новых деревьев. Однако, прежде чем тропа на зубчатке вновь восстановится, уйдут десятилетия. Артур Шамсудинов, Азат Ишбулатов и Виктор Меренков. Итоги недели. А сразу после итогов недели смотрите специальный репортаж Юлии Нигматуллиной. Еще он на веревке, в порванной куртке, страшно пипец. Не боги, но небожители, чего боятся и о чем мечтают промышленные альпинисты. Откровения покорителей городских вершин. Когда страх есть, все нормально. Если страх пропадает, это как перебегать дорогу на красный свет. Глазами монтажника-высотника. Как выглядит Уфа с вершины самого высокого сооружения башкирской столицы – телевизионной башни. Трубы, дым, трубы. Вот так видно Конгресс-холл? Думаю, как слазить. А никто не поможет, только на себя рассчитывают. Жажда высоты, за что женщины выбирают промышленный альпинизм. Интересных людей мы очень много встречаем. В окнах. В окнах, да, ключевое слово в окнах. Легко ли освоить профессию верхолаза? Проверим на собственном опыте. А веревка тебя выдержит? Выдержит 2,5 тонны выдержит. Биатлонисты из Башкортостана стали победителями эстафеты на чемпионате России. В Ханты-Мансийске спортсмены завоевали золото в мужской эстафете. Команда в составе Александра Бабчина, Антона Бабикова, Алексея Петрова и Эдуарда Латыпова одержала победу. Биатлонисты преодолели дистанцию за 1 час 20 минут 37,6 секунды. Следующая за ними команда из ХМАО отставала по времени почти на полминуты. Отрыв между башкирскими спортсменами и бронзовыми призерами из Москвы составил и вовсе около 60 секунд. Сегодня уфимский Талпар по буллитам уступил динамовцам, но борьба за выход в финал Кубка Харламова для башкирского коллектива еще продолжается, хотя счет в серии 2-0 не в их пользу. Уфимский Талпар продолжает борьбу в плей-офф со сверстниками из московского «Динамо». В последний раз так далеко в играх на вылет юлаевская молодежка забиралась аж в 2011 году. Между тем, на сборах национальной команды до 18 лет находятся два представителя Уфимской спортшколы – Семен Визовой и Василий Шумилов. Они готовятся к выступлению на юниорском чемпионате мира, который пройдет в конце апреля в США. А уфимский Салават Юлаев закрывает хоккейный сезон туром по городам республики. Ни для кого не секрет, что подопечные Томми Ламсы рано выбыли из борьбы за Кубок Гагарина. И вместо матчей в Балашихе хоккеисты хотя бы так радуют своих болельщиков. На этой неделе праздники прошли в Уфе и Стерлитамаке. О том, какое настроение у юлаевцев и кто может покинуть Салават, расскажет моя коллега Юлия Паршина.
Звук металлической рамы и металлоискателей на входе как предвкушение праздника. Зайти сюда уже маленькая победа. Тысячи любителей хоккея в республике Зеленой рекой устремились на Уфа-арену. Сфоткаться с Кадейкиным, Хартиканиным и Панин. Любимые игроки? Ну да, так. На закрытие хоккейного сезона приходят с семьями, с друзьями и поодиночке. Одни, чтобы сделать фотографию или заполучить заветный автограф любимого игрока, другие, чтобы подарить ему сердце. Хартиканин мой самый любимый игрок. Он меня сразу с первых дней поразил своей игрой. А что здесь написано? Тему Хартиканин лучший игрок из лучших игроков. Мы будем очень по тебе скучать. И ждем нового сезона. В очереди за автографом можно было встретить болельщиков футбольного клуба Уфа и даже найти фанатов в зеленом не только с российскими корнями. Я из Уфы, но у меня как бы папа немецкие корни имеет. Давно болеете? С 18-19 сезона, потому что очень интересно хоккей. И я родился в Уфе. Чтобы сократить километровые очереди в фойе Уфа-арены, организаторы мероприятия пошли на хитрость. Игроков поделили на две группы. Первую половину отправили на лед для участия в мини-турнире с юными хоккеистами. Других разбили бригадами из 3-4 человек по разным секторам. Ну, какие-то там небольшие сувениры, да, там кому-то обещал, кто-то подходил, я тому давал. Но я не могу сказать точное количество, но это немного этого было. Когда еще такое увидишь? Лучший бомбардир Салавата Тиему Хартиканин пасует перед 8-летним вратарем. Позже финский нападающий признается, что его визави прекрасный голкипер, а у него шайба никак не летела в ворота. Он отличный парень, а свои голы я еще забью. Хоккеистов Салавата Юлаева тебе нравится? Хартиканин, Кадейкин, Манинин. Почему? Потому что они больше всех забивают. А как вам такая картина? Николай Цулыгин собирает автографы тренеров и хоккеистов Салавата в специальную тетрадку. Скажите честно, это вот для себя? Нет, это вот знакомый попросил, просто не могут пробиться. Очень много народа и попросил. Едва не затерялся среди малышней один из самых невысоких игроков уфимской дружины Сакари Манинин. Зато на льду выделялся Матиас Сарвала. Тренер по физподготовке выбрал для выхода к болельщикам не зеленое джерси, а синий-серый костюм. Полиглот, говорящий на 7 языках, бывший профессиональный игрок в американский футбол, а ныне специалист по кинезиологии, к своему списку талантов добавил еще одно умение – кататься на коньках. Да, ну сегодня только на льду, но это специальный день, и тогда я тоже покатаюсь. Вышел на лед и Томми Ламса. Финский наставник много смеялся и, похоже, был доволен происходящим. Это все очень хорошо для детей и для болельщиков. Невероятное событие. Но не обошлось на хоккейном празднике без слез. Шайба попала в маску одному из юных полевых игроков. Найти нужные слова для ребенка смогли Эдуард Гематов и Алексей Семенов. Мы подошли, подбодрили, сказали: дружище, это же хоккей, все бывает, ничего страшного. Тебе больно? Он говорит: нет. Я говорю: ты просто расстроился. Он говорит: да, давай, дружище, хоккей вперед, давай, шайбу надо забить. Все, он начал улыбаться, побежал, все. Вы же знаете, хоккей – это мужской вид спорта. Мероприятие великолепное. Это должно быть, раз появилась такая возможность, да, это обязательно нужно организовывать, потому что и, как говорится, популяризация хоккея в Башкортостане, она нужна. И чем больше мы будем на связи с нашими фанатами, болельщиками и с детьми, хоккеистами, тем лучше. На таких мероприятиях не принято заводить разговор о трансферах и прочих соглашениях. Однако на сегодняшний день официально известно, что вратарь Даниил Тарасов уже покинул стан юлаевцев и отправился за океан в команду НХЛ Columbus Blue Jackets. А нападающий Александр Кадейкин продлил контракт с Салаватом. Из неофициальных источников прошла информация о том, что продлили контракты с Паниным и Бирюковым, с Жарковым еще ведутся переговоры, а Родион Амиров отправится в Торонто. Но так ли это, болельщики узнают после 30 апреля, а пока тур по городам республики продолжается. В рамках проекта «Моя родная команда» хоккеисты уже побывали в Уфе и Стерлитамаке. На очереди Туймазы и Ишимбай. Юлия Паршин, Азат Петров, Азамат Ураксин. Итоги недели. На этом все. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.